Второй день реализации проекта Богоявленский мемориал. Перед нами Сергей, Виктория, Илья. Илья, фамилия? Саунин. Еще раз? Саунин. Угу. Виктория? Баландина. Сергей Цыганов. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера и сегодня до обеда, что у вас случилось? Ну, Что изменилось? С сегодняшнего вечера мы вот продолжали вот это самый большой завал, который тут есть, разобрали. Сегодня мы утром, наверное, 6 часов уже встали, мы покушали. Часов 8 мы начали вот разбирать до конца этот завал. Вот разобрали этот большой завал, тут большой завал мы были, тоже разобрали. И чуть-чуть еще дальше тоже был завал, мы тоже его разобрали. Так, сегодня у нас вообще пополнение было, еще 10 человек, прям мужиков, можно сказать, приехал, тогда нам помогал. Где-то местами мы еще скосили около могилы, возле могилы. Вот сегодня... С косами, то есть? Скошено, да, скосили. Ну, осталось довольно еще много работы, но вот основную работу, мне кажется, вот именно по большому завалу мы это убрали. Вот это такая вот сегодня это. Потому что после обеда мы сегодня уже уезжаем, так что, я думаю... Вот, А оборудование у вас какое здесь? тут бензопила, Инструменты. конечно, очень сильно помогает нам. Топоры, ножовки. Вот так что сегодня утром еще плотненько покушали. Так что сил еще есть, конечно, но уже надо уходить. Вот, потому что уезжаем на экспедицию, людям надо уже готовиться, собирать вещи. Вот так. Виктория, рассказывайте теперь вы. В связи с отсутствием времени, сегодня ребята все постарались. День прошел намного продуктивнее, чем вчера. То есть работы было сделано раза в 2, если не в 3 больше. Были убраны многие завалы, многие деревни спилены, которые мешали и могли при урагане упасть. Могилки мы почистили. Также вчера вечером мы возложили свечу памяти. Угу. Свечки вот до сих пор стоят на могилках. Что символизирует такая свеча? Ну, она как и называется, свеча памяти, то есть мы отдаем дань памяти погибшим. Как для себя я считаю, что вот, когда я возлагаю свечку, что я помню про них, я горжусь ими. И я знаю, что они дали мне будущее. Спасибо, Виктория. Илья, что еще забыли сказать? Ну, я думаю, ничего не забыли рассказать, мои друзья. Работы действительно было сделано очень много за вчерашний день, за сегодняшний день. Благодаря все это получилось, ну, помощи, можно сказать, которая пришла к нам, мужики даже были. Помогли нам. А Сергей сказал, сколько их было человек? Человек 10. Человек 10. Угу. Кроме тех, вот около Кроме 15, наших, вот, да, что у вас. в лагере пришло 10 человек. Я сигареты. Вы только фотографируете. Да, я замок. А вы расскажите, пожалуйста, еще, какие планы вот за оставшиеся часа 2 у нас с этими топорами красивыми? Кроме того, что прятаться за деревьями. Ладно, спасибо. Шапку, пусть поговорит. Давайте я шапку сниму, просто без шапки лучше. Без шапки вам заметно лучше. И меня тоже, потому что я сигареты в кадре. Нехорошо. Это мы вырежем. Я шучу, не вырежем. Расскажите, пожалуйста, вот, а как вы, что вы запомнили вот за прошедшие 2 дня? Самое важное, что вы сделали здесь? Мы здесь убрались, облагородили, то есть все. Тут было очень много работы, были завалены ветки. Мы тут до этого приходили, работали. То есть мы просто складывали все в одну кучу, потому что не было, правда, времени, и у ребят кончались, то есть, силы. Вот, и мы, то есть, решили вот в поход пойти. Начали так убираться, вроде и почище стало, и стало как попросторней. Вот, и лес освободили. А скажите, пожалуйста, имя и фамилию вашу. Грачев Дмитрий. Спасибо большое. Теперь я монотонно уйду брать интервью у других людей. У них обед. Представители всех поколений и поисковиков разных поколений. И сейчас мы возьмем интервью у тех, того, кто участвовал в первых поисковых работах по обнаружению мест массового захоронения. Еще раз вам здравствуйте. Как вы оцениваете результаты работы за 2 дня? Ну,
лучше, чем ожидалось, и это хорошо. А людей оказалось больше, чем ожидалось? Людей оказалось намного больше, и результаты пока что оценивать рано, потому что мы сделали лишь часть нашей работы. Думаю, оценивать нужно после всей окончательной работы, то есть когда здесь будут стоять ограды, и дай бог, что у нас получится выиграть грант, и там еще будут стоять не только ограды, но и плиты на каждой могиле. А как вам кажется, когда вы в следующий раз сорганизуетесь сюда в поход? В конце августа, скорее В всего. конце августа. Спасибо вам, спасибо. Тоже, может быть, скажете, как вам сегодняшние 2 дня? Ну, за сегодняшние 2 дня вроде бы уже сказала то, что мы сделали не так уж много, но все равно стало намного приятнее находиться в этом месте. Чище намного стало. Спасибо. Извините, пожалуйста, а можно вас отвлечь? Буквально на несколько минут. Вы не могли бы представиться? Я отойду. Ничего? А на фоне чего угодно, на фоне ваших товарищей. Да, Иван Алексеевич. Потихонечку собирайте все, потихонечку. Вон этот наш, это не забудьте. Как вас зовут? Сильверстов Иван Алексеевич, руководитель поискового отряда «Память» Рамаданского профессионального колледжа аграрного и школа номер 3 станции Красный узел. Два отряда у нас в Рамаданове. Скажите, пожалуйста, вы были организатором поисковых работ в районе Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря в Рамадановском районе, да? В селе Большого Был Чуфарова. организатором не я, а был организатором Николай Андреевич Кручинкин по просьбе святейшего нашего митрополита Зиновия. Мы, как хозяева Рамаданского района, принимали, готовили лагерь, размещали ребят, готовили фронт работ, вот там, где должны были вестись раскопки. 2005 год, да? Да. Что вы обнаружили там? Ну, в течение 2 дней ребята Рамадановского, Ячалковского, Саранска и других районов республики, 8 человек все у нас там было, мы пытались найти места захоронений, потому что по рассказам местных жителей якобы было 3 места захоронений вот, умерших в Чуфарском тюрьме за год, когда она там действовала у нас в Рамаданском районе. Но мы обследовали все возможные места захоронения, ну и было найдено вот единственное захоронение, которое располагалось за садом в стороне от Чуфарского монастыря или от тюрьмы, когда это было. Вот. Ну и как по рассказам местных жителей мы выяснили, что действительно первоначально вот этих умерших хоронили на местном кладбище, и потом местные жители стали возмущаться, потому что очень быстро много умирало все-таки от болезней, от недоедания. И вот специально вот это захоронение, где хоронили вот этих умерших в Чуфарской тюрьме. Вот порядок какой примерно, как вам кажется, репрессированы в том месте? Ну, мы репрессированы не то, что вот они именно были там расстреляны. Как то есть расстрелянных там не обнаружили, да, Николай Андреевич сказал? И поэтому вот мне немножко неприятно, когда отец Николай, руководитель комиссии нашего местной митрополии, которая занимается жертвами репрессий, он утверждает, что вот в Рамаданской районе, в Чуфарове, Мордовская Голгофа. Вот она Голгофа. Вот здесь вот мы находимся, это действительно Голгофа. Тут столько их похоронено и убито. И когда мы здесь вскрывали, мы действительно видели черепа с пробитыми сзади пулевыми отверстиями. В Рамаданове там только именно умершие, потому что там сидели не приговоренные к смерти, не особо тяжкие, по особо тяжким преступлениям, а сидели по мелким преступлениям, так называемо по закону о 3 колосках, которых наказывали там на месяцы, на несколько, может быть, лет. Вот. То есть неадекватное наказание за мелкие преступления, но, скажем, конечно, честно, что доведены бесчеловечным условиям до смерти. Ну, бесчеловечным условиям не надо так говорить. Тогда вся страна жила в этих нечеловечных условиях. Поэтому были такие времена. И поэтому говорить о том, что вот именно в Чуфарове создавали такие условия. Тогда все население так жило.
Как мне отец рассказывает, ели лебеду, и не находясь в чуфарской тюрьме. И мне вот это не безразлично, потому что именно у меня у самого там дед сидел. С 40 по 41 год, до тех пор, пока его не освободили и не послали на строительство сурских рубежей, а потом на фронт в январе 42 года забрали на фронт, который через 3 месяца погиб, остался там лежать. Тогда вся страна так жила. И поэтому говорить, что вот именно нечеловечески, это... Давайте тогда обобщим, что если взять норму жизни, в Советском Союзе экономическая политика была построена вот, не на очень человеческих условиях, когда выжимали зерно из деревень, чтобы закупать оружие, чтобы у нас была самая большая армия в мире, это тоже, как сказать, неуважение к жителям села, деревень, и поэтому там были миллионы людей, умерших от голода и ели лебеду. Мы не давайте так однобоко к истории не будем. Ну хорошо, подходить. не будем. Вот, это, я согласен, да, в то время выжимали, я всегда говорю, да, именно благодаря крестьянству, середнякам, беднякам, раскулаченным наша страна поднялась, провела индустриализацию, действительно немножко перед Великой Отечественной войной вооружилась, стали строить новую технику, самолеты, танки. Но посмотрите, как сейчас относятся к нашей деревне, которая подняла промышленность нашей страны. На нее плюнули, и нашу деревню сейчас под корень вырезают. Сколько деревень, сел пустует. Это вот так мы благодарим наших колхозников, крестьян, которые жизни свои клали для того, чтобы поднять страну, для того, чтобы поднять ее обороноспособность перед Великой Отечественной войной. Но когда вы сейчас говорите «вырезали», вы, конечно, аллегории используете. Сейчас все-таки массовых... Массовых нету, но поставили в такие экономические условия, да. Что мне даже по своему району, крупнейшее село в районе Трофимовщина, даже школу закрывают. Это что такое? Это отношение? Почему-то, когда надо было промышленность поднимать, деревню смогли из нее все соки выжимать, а почему-то сейчас поддержать деревню. Ну, мы не просто деревню, мы целый класс населения нашей страны. То, которое давало нам наибольший прирост населения, наибольшее число, можно так сказать, талантливых людей у нас именно из деревни было взято. Поэтому сейчас вот мы давайте 30-е года будем в них плевать, коммунистов, значит, ставить к стенке за то, что они вот так крестьянство, значит, относились. А сейчас наши либеральные политики вот так своим отношением к деревне, они не таким же образом, они еще хлеще, они под благовидным предлогом уничтожают деревню. Частично с вами не согласен, но не будем спорить, чтобы не вводить тему. Да. По поводу защиты отца Николая хочу сказать, у него, по некоторой информации, мать была арестована, тоже, можно сказать, репрессирована. И поэтому в том, что вы говорите, видимо, он заблуждается тем, что делает слишком сильное, как бы сказать, такой образ, связанный именно с тем местом. А почему вам кажется, что вот именно ключевое место, связанное с общественной болью, по уничтожению невиновных людей, именно здесь, именно это место нужно желательно увековечить, создать, может, мемориальный комплекс. Николай, я же вам сказал, что у меня тоже дед был репрессирован, дважды был раскулачен. Поэтому и у меня прадед тоже. Это не дает ему никакого морального права себя считать историком и вершителем современной истории. Но он свою точку зрения говорит. Это его точка зрения, да, но он ее пусть обществу не навязывает. А вот то массированная пропаганда, которую он сейчас ведет по телевидению, последний раз, когда меня тоже снимали, я сразу сказал, вы, если не будете мою точку зрения показывать и передавать ее населению, тогда меня вообще не приглашайте и не снимайте. А они приглашают, когда им надо, когда Ивану Алексеевичу надо показать, где эти захороненные, как они, значит, были расположены в могилах, Ивана Алексеевича приглашают. А когда надо именно показать точку зрения только отца Николая, а другую точку зрения не показывают, это где демократическое отношение к истории? Но извините, я все-таки, пусть заочно, но исторический факультет кончил. Отец Николай что кончил? Вы в Мордовии закончили? Конечно, в Мордовии, да. И 15 лет я преподавал в школе. Я детей воспитывал. Он, по-моему, аграрный. Он аграрный закончил. Но получается так, что история у нас сейчас пишется не по тем ребятам, тем поисковикам, которые, значит, выезжают на места боев, знают хорошо или плохо историю. А именно люди, закончившие аграрный институт, у нас современную историю вершат. И поэтому мне вот очень критическое отношение к отцу Николаю. И больше, мне кажется, в его действиях больше цинизма,
и какого-то коммерческого подхода вот к этому всему. Ему надо, значит, на тех паломниках, которые будут ездить и уже ездят, и смотрю, как он к ним относится, в это мордовскую Голгофу, как он называет, в Чуфарские захоронения. Ему нужна не история, а ему нужно паства, которая ездит и дает наибольший доход церкви. Не простые, значит, миряне, сельчане, там, которые живут около монастырей, а те, кто паломники. Испокон веков было и есть. И они ставку делают на них, а не на нас, не на нашу историю. Я хоть и атеист, но частично с вами не согласен. А расскажите, пожалуйста, как было в 2004 году организована вот здесь поисковая работа? Тоже ведь случайно нашли почти? Нет, это не случайно. Не случайно? Это тоже по просьбе тех людей, у которых здесь лежат предки. Нас попросили именно обозначить, и тоже наша местная митрополия была заинтересована в том, чтобы установить, что, в том, что здесь расстреливали именно священнослужителей. И по их просьбе Николай Андреевич организовал вот такие работу поисковую. Со всех районов тоже ребята приехали. Нас было около 120 человек. И вы в том числе? И в том числе наш отряд, да. Ну, мы вроде здесь поближе живем. Ребят у нас всегда достаточно много с желанием сюда приезжают. И у нас приехал тогда человек, по-моему, 15. Специально мы в молодежном центре у себя брали «Газель». И надо сказать, что, не хвалясь, именно вот мои ребята наткнулись на первое захоронение, вот, которое сейчас находится наверху. Именно, вон табличка, вот отсюда даже видно, обозначено это захоронение там. Именно оттуда, когда мы его вскрыли, и мы обнаружили черепа, простреленные в затылок. То есть это реально подтверждение того, что здесь были как раз расстреляны. Ни одного черепа такого, как утверждает отец Николай, в Рамаданове мы не нашли. И вот это извращение, вранье историческое, которое есть, хотя всегда говорили, что тех, кто извращает историю, их надо, как фальшимонетчиков, приговаривать к очень суровым наказаниям. Вот кто определяет фальшь? То есть, может быть, лучше разные точки зрения, и общество пусть принимает, какая из них не наиболее надо принимать. убедительна. У нас есть достоверный факт. Да, факты если надо отец Николай, значит, под себя просто голословно утверждает, что там расстреливали, мы-то реально поднимаем, вскрываем захоронение, поднимать мы не имеем права, перезахоранивать только по требованию потомков. Вскрыли, мы посмотрели, что действительно черепа прострелены здесь, вот, как я уже сказал. Ни одного черепа мы в Рамаданове не нашли. А здесь реально. Нашли шинели. Значит, в шинелях там даже в карманах кое-какие вещи были. И не один череп было, а много таких черепов было. Я не буду утверждать, что все. Вот. Но вот попадались простреленные черепа. Сколько здесь... извините. Вот. Чуть ниже, когда мы чуть спустились, нашли еще одно такое захоронение. Но мы их находили именно потому, что вот земля вот в этих захоронениях, она была чуть проваленная. То есть хранили, по нашим прикидкам, в каждом... Несмотря на 80 лет. Да, ну это вот именно, что спустя 80 лет. Потому что, когда, значит, закапывали, чувствуется, сравнивали с землей, вот, а тела как истлели, конечно, в этом месте образовалась небольшая впадина. Даже если у нас была надгробный какой-то холм был. Чуть ниже спустились, тоже один из моих поисковиков на второе захоронение нашел. И уже когда сюда вот стали ниже спускаться, были найдены еще 5-6 вот таких захоронений. Попадались нам и сапоги, вот, и военные, и гражданские, одежда была на людях. То есть это реально подтверждает то, что здесь вот проходило как раз массовое захоронение. Ну и потом, когда стали интересоваться, уже и местные жители города Саранского рассказывали, что именно этот участок был избран не зря. Он находился немножко вдалеке от города, во враге Ключеревском, выше располагались могилы.
Это Ключеревский овраг называется? Да. И именно здесь место было тихое, не слышно было вот этих расстрелов. Именно сюда привозили, здесь расстреливали. А о том, что вот именно расстрельная тюрьма была именно Чуфарская, нет, это мы не можем. Да, потому что разрасталась репрессии, может быть, сказать, вот число таких статей, по которым сажали, они расширялись, и поэтому было избрано Рамаданова. Но вот уже в военные годы от Чуфарской колонии была сформирована, значит, колония еще в Дракине. Это Воропаевский сельский совет, Липкинский, как сейчас мы его называем. Тут тоже он был филиалом. И по рассказам местных краеведов, именно вот в селе Липки, тоже с засадом, там тоже находится еще одно захоронение. То есть таких захоронений у нас много, и нельзя обзывать, что именно эти все захоронения – это мордовская Голгофа. Люди работали на полях. Вот даже такой случай мне рассказывали. Одна старейшая жительница, которую мы успели захватить, вот в годы войны она работала надзирателем в колонии. Она говорит, не вот там я, такая живодерка была, издеваться надо, с заключенными я пошла. Я пошла из-за того, что нечего было есть, семья была большая, от голода шли в Чуфарскую колонию. Но мы видели, что сидят простые ребята. Сидел один мальчишка из Малых Березников, 16 лет, он наложил себе карман зерна, когда на такую работал. Его за это вот, там несколько месяцев дали. Говорит, пошли мы работать. Они были вот такие, свободно. Их не в тюрьмах не держали, только если в изолятор попадали. А так они работали на полях, пошли на поле работать. Он, говорит, увидел с поля, значит, березники, значит, стал плакать. Я хочу к маме, значит, побежал. Я ему говорю, куда ты, бабушка рассказывает, Федотова, куда побежал? Я говорю, сейчас тебе должна стрелять. Ну, говорит, его там другие ребята отговорили, он, говорит, вернулся, плачет. Ну, вот такие вот, можно сказать, глупые дети сидели. Вот за такие, вроде бы, по нашим примечам, не совсем серьезные вещи. Но тогда это было очень серьезно, хлеба не хватало в стране. И другой даже случай, вот у меня очень памятный, рассказывала ее тоже одна жительница села Константиновка, двоюродная сестра героя Советского Союза Мирона Вениамина Борисовича. Вот, она сейчас уже покойница, но она рассказывала такой случай. Тоже ее, перед войной ее отца посадили, он заболел, они знали, что болеет. Еще дома он болел. Мамка, говорит, собрала какой-то небольшой скарб, там хлеба, что-то там картошечки немножко, потому что жили все очень бедно, все не доедали. И вот мы, говорит, с двоюродной сестрой через горы пошли, приходим, шли как раз с Константиновки на Ивановку, Кочунова и уже здесь Чуфарово. Кочунова перешли через речку. Именно надо было идти через кладбище. Смотрим, говорит, могилка, холмик от вырытой могилы, она еще не закапанная. На холмике сидит, говорит, седой старичок. Мы, говорит, мимо проходим, он нас просит, девочки, дайте что-нибудь поесть. Говорит, он говорит, я голодный. Они говорят, нам мы, говорит, сами, говорит, несем отцу, говорит, он тоже у нас болеет. И седой старичок нам говорит, ну идите, говорит, все равно сюда вернетесь. Мы, говорит, сначала не поняли, о чем он говорит, а когда мы пришли в тюрьму, спрашиваем, так и так, вот принесли передачку, говорит, девчонки поздно пришли, вчера, говорит, ваш отец умер от голода. Вот. Ну не от голода, у него что-то пищеварение больное было, то ли желудок, то ли чего. Ну, она, как вот Федотова рассказывает, говорит, просто от простого поноса. Дизентерия, дифтерия какая-то случалась, и лекарств не было. Все лекарства шли на фронт, люди умирали за это. И вот он, девчонки потом Миронова мне рассказывает, говорит, возвращаемся опять. А надзиратели ей сказали, говорит, идите, мы, говорит, в могилах не по одному, а по несколько человек хороним. И он у вас там лежит, мы его прикрыли соломкой, говорит, посмотрите. Они, говорит, подошли, мы, говорит, к этой могилке, говорит, седого старичка уже не было. Видим, что там лежит тело, прикрытое соломой. Мы, говорит, встали, поплакали. Этот свой узелочек с провизией, который мать собрала, говорит, на холмик этот поставили, поплакали. Так и получилось, что пришли сюда, и
то, что у нас было, оставили именно вот этой незакапанной могиле. Иван Алексеевич, как вам кажется, сколько еще времени нужно, чтобы найти все вот массовые захоронения репрессированных в Мордовии? Стоит ли это делать? Стоит обязательно, конечно, стоит. А сколько их, как вам кажется? Наша вот сейчас задача, вот сейчас учебный год начнется, мы, конечно, вот первым долгом будем искать вот это захоронение. Предполагаемое, да? Вот, да, в селе Липки, потому что Суров Константин, с которым мы разговор отвели, он бывший парторг, председателем был, директором этого совхоза был. Вот. Он мне довольно-таки точно координаты сказал. Я думаю, мы с ребятами все-таки это найдем. И обозначать надо. Именно мы 15 лет назад в Чуфарове, там, где монахи поставили крест вот, на уже известных могилках, которые стали делать одиночных именно в войну и после войны, как мне рассказывает медсестра, которая работала еще в то время, когда была тюрьма. До этого, правда, хоронили в таких общих могилах. Мы именно нашли там небольшое местечко, там, где не было захоронения, поставили там с ребятами обелиск небольшой, скромненький. Такой же, может быть, пусть не обелиск, а какой-то памятный крест мы поставим, если найдем захоронение в Липках. Вот. Надо обозначать, но я считаю, подходить к этому надо не со злобой к истории своей страны, как подходит отец Николай. И мы это не делаем не для того, чтобы как-то пиарить свою деятельность, как делает отец Николай, с цинизмом, которым он подходит. Ведь почему у нас с ним получился разлад? Когда мы второй раз осенью 2017 года приехали на раскопки, приехало как никогда 180 детей. Это в основном 7-8 класс, вот эти школьники. И когда вопрос стал о том, что в 7 часов нас покормили скромненько в монастыре, и встал вопрос в 11-12 часов, что ребят надо кормить, все-таки дети, прошло уже 5 часов с завтрака. У нас очень какой-то недопонимающий разговор получился, довольно-таки грубый. И я понял, что отец Николай сюда приехал не для того, чтобы делать благие дела на этом захоронении. Он приехал сюда делать себе личную карьеру. И вот так вот относиться к детям, плача над тем ребенком, останки которого мы нашли на этом захоронении, и вот так вот относясь к живым 180 ребятам, которые приехали, я понял, что этот человек, этого нельзя подпускать к этому делу. И вот его отношение к истории – это личностное отношение, корыстное отношение, который пытается сделать себе какую-то церковную карьеру. Вот, поэтому я считаю, и я с тех времен перестал с ним всякие дела иметь, хотя меня Николай Андреевич просил несколько раз там и провести это захоронение, провести там до раскрытия, но это делал только из уважения к Николаю Андреевичу. Вот, поэтому все-таки вот такие дела, они должны делаться с чистым сердцем, с чистыми руками, вот, безо всяких каких-то личных интересов, корыстных интересов. А вот деятельность отца Николая я очень категоричный. И не только мое это отношение, это пообщался я с многими, довольно-таки много к нему вот так вот негативно относится, именно вот к его подходу к вот тем раскопкам, которые ведем мы, к той памяти вот этих репрессированных, вот. Я тоже считаю, это дело моей семьи. Это, я еще раз повторяю, дед мой тоже через это прошел. Вот, прошли не только по линии отца деды, но и по линии матери тоже были раскулаченные. Поэтому вот так, если мы будем относиться к истории, только делая себе имя на проклятии коммунистов, которые вели репрессии против церковнослужителей, так мы страну можем до такого довести, что, извините, гражданская война, хотя и была прошлый год объявлен годом примирения, но я считаю, отец Николай перевернул это примирение патриарха нашего в обратную сторону. Он, наоборот, на этом себе, на ненависти к коммунистам пытается себе сделать какое-то личное имя. Иван Алексеевич, а как вы относитесь к тому, чтобы в Саранске открыть, как в десятках регионов России, памятник жертвам политических репрессий и музей, посвященный их памяти?
Ну, прежде чем открывать музей, у нас уже вставало. У меня была цель такая, конечно, для музея нужны конкретные имена и даты, фамилии. Но в связи с тем, что архивы вот эти еще до сих пор остаются закрытыми, ну и правильно делается, что закрытыми. Если вот так мы будем относиться как отец Николай, то гражданская война у нас вновь возникнет. У нас очень много будет тех, кто будет на примерах своих дедов и прадедов осуждать коммунистов. У нас будет очень много тех, кто будет осуждать людей, которые работали в тюрьмах, как вот эта бабушка Федотова, которая никаких черных намерений не имела. Она просто исполняла свой долг, где она работала. Хотя она ни палачом, никаким там карателем не была. Честно работала и все. И даже вот такое доброе отношение к заключенным, которые у нее сидели. А те сотни людей, которые организовывали процесс репрессий, уничтожения, расстрелы тысяч людей в Мордовии и десятки тысяч отправлены в тюрьмы. Вы приводите пример одного человека, но это же исключение, подтверждающее правило. Большинство-то, создавшее систему. Как говорится, у нас историю пишут те победители, да? Ну как правильно? Вот да, как вы воспринимаете историю? Поэтому, если писать историю о тех коммунистических временах, то мы давайте не забывать то, что сейчас пишется история, и каким образом она пишется. Она пишется недобрыми намерениями. Когда население нашей страны вот такими резкими темпами сокращается. Это что, добрые намерения современного руководства? Поэтому, извините, прежде чем писать и делать историю, создавать музеи, мы должны быть сами честными, порядочными и делать так, чтобы население нашей страны росло, как других стран, а не уменьшалось ежегодно на несколько десятков тысяч, миллионов человек. Но так как мы честными и совершенными не станем, тогда, получается, музей открывать не нужно. Музей открывать нужно, но я повторяю еще раз. Открывать его нужно не для того, чтобы сеять вот такую вражду, ненависть среди населения. Объективно факты приводить. Конечно, да. конечно. Без эмоциональных оценок. Я всегда сравниваю отношение к истории. Это отношение к своей семье, отношение к своей матери. У меня в отряде были ребята, у которых матери пили, были лишены их прав. Но когда мы возвращались с вахты, они всегда, особенно молодые, плакали, говорили: Иван Алексеевич, хочу к мамке. Они хотя и знали, что она у меня была лишена прав, она пила, пьяница была и прочее. А почему мы должны плевать в историю? Это наша история, это не Америка, это не Европа. Если мы таким отношением, как отец Николай, будем подходить, мы завтра вражду посеем, завтра опять мы гражданскую войну тут обустроим. Если будем выпячивать вот эти огромные жертвы, если будем выпячивать ненависть, если будем выпячивать отношения к коммунистам, как будто это были враги народа. Но вот если продолжать вашу аллегорию, все-таки во всем оправдывать родителей нельзя, потому что Сталин, он, когда встречался со своей мамой, он ее спрашивал: мама, почему ты меня так часто била? Его же бил и отец, и мать. Он говорил: вот за это ты вырос таким хорошим. И потом он писал, что нас бьют, и я буду бить, и всем писал. То есть он, оправдывая свою мать, хотя надо было сказать, мама не имела права бить маленького Иосифа Сталина. И он не имеет права бить население страны. А он говорил: ну раз меня мама била, значит бить можно, значит и я буду бить. Все-таки матери тоже ошибаются. Так. Их тоже можно осуждать. Да, это в какой-то степени верно. Но меня всегда восторгала восточная мудрость. Вы посмотрите, как китайцы относятся к Мао Цзэдуну. Они говорят: да, Мао Цзэдун такой-то, такой-то. Но давайте сравним, что сделал он хорошего для Китая и что он сделал плохого для Китая. Только у них уже все установлено, что 70% для Китая он сделал хорошего, и только 30% он для Китая сделал плохого. Своей там культурной революцией, другими делами. Также мы должны относиться к своему Сталину. Что у нас Сталин, если он проводил репрессии, он, значит, для страны больше ничего не сделал? И как некоторые историки и политики говорят, что если посчитали, то оказывается почти 80-90% говорят, что Сталин все-таки для нашей страны сделал больше хорошего. Что именно при Сталине страна вышла на второе место по валовому производству. Но большинство часто ошибается. Но если бы ошибался, так бы не говорили.
А если мы будем действительно основываться и опираться на одну сторону, тех, кто пришел к власти сейчас, то, конечно, мы перечеркнем историю. Ну давайте поднимем тогда чуть дальше копнем. Времена Николая II. У нас что, не было такого отношения? У нас что, идеальные руководители были? Или вот только Сталин у нас такой, один такой выискался тиран? Поэтому история, она всегда пишется в рамках того исторического времени, в котором они существуют. Были времена, возьмите Европу. Что, в Европе только один Сталин был такой? Конечно, нет. И если вот подходя так, у нас сейчас и весь мир пытается подвести именно тирана Сталина к тирану Гитлеру. И для чего это делается? Во-первых, делается под видом борьбы с коммунизмом, приравнять деяния Сталина к Гитлеру, и потом запретить коммунистическую партию. Запретить в коммунистической партии, что это значит? Это перечеркнуть весь советский период истории России, Советского Союза. Для чего? А для того, чтобы выбить Советский Союз и Россию из мирового исторического процесса. Что они для истории всемирного ничего не сделали. Вторую мировую войну, они Великую Отечественную войну, мировую войну не выиграли. Они не внесли ни в какой вклад. И посмотрите, действительно, когда праздновалось завершение войны в Европе, юбилеев открытия Второго фронта, даже представители России никого не пригласили. Как будто мы никакой роли не сыграли в разгроме фашизма в Европе. А только американцы, которые в 1944 году высадились, уже когда наша страна уже воевала в Европе. И, как всегда, они захватывают в себе лавры, а остальные страны, которые основную тяжесть войны понесли на себе, остаются в стране, и они сейчас это делают. Благо, вот такая же пятая колонна у нас в самой России существует, которые плюют на историю своей страны. Иван Алексеевич, с вами очень интересно спорить. У вас очень сильные ораторские способности. Ну, какие ораторские? В чем-то я немножко с вами не согласен. И про пятую колонну, и про враждебные силы, и про то, что... Это ваше мнение, я высказываю свое. Да, именно вот спасибо за вашу точку зрения. Она у вас очень сильно аргументирована. И спасибо, что вы помогаете своим молодым единомышленникам. Мне кажется, им с вами намного легче и радостнее выполнять вот этот благородный труд, в котором вы им помогаете. Ну, просто молодежь, ее надо правильно направлять. Молодежь неплохая. А направлять сейчас желающих с каждым годом все меньше и меньше. И посмотрите молодых преподавателей. Я вот прихожу в училище, в колледж, в школу прихожу. Особого рвения никто не испытывает. Сейчас, перейдя в капиталистическую стадию, мы сейчас у всех на уме только одно — деньги и заработки. И поэтому, если мы вот так на самотек пустим, конечно, наша молодежь будет больше увлекаться гопничеством, прочим, другими какими-то деяниями, которых сейчас очень много соблазнов, и легкими деньгами на наркотиках. А вот этим благородным делом, которое нужно нашей стране, нужно не для того, чтобы, как еще раз я говорю, какую-то политическую карьеру себе, другую карьеру делать, а нужно для того, чтобы и больше ребят увлекалось историей своей страны, историей своей семьи, чтобы каждый знал, через что прошла его семья. И когда вот такие ребята есть, они с большим желанием едут на вахты, буквально вот завтра уезжают, и с большим рвением, и делают то тяжелое дело, которое, наверное, никто, кроме поисковиков, ни одна молодежная организация такой тяжелой работы, как поисковики, не делает. Это 100%. Спасибо вам большое, Иван Алексеевич. Спасибо. У вас происходит сбор всего, чтобы покинуть территорию. Да? Вы сворачиваете аккуратно, и потом где это будет находиться? Все это находится в молодежном центре или же в корпусах Огарева. Где в Огарева? В Огарева. В корпусах Огарева. А, в корпусах, ага. Некоторые инвентарь мы берем из Огарева, а некоторые инвентарь мы берем в молодежном центре. Хорошо, спасибо.